Здравствуйте, дорогие абитуриенты! Представляю вам программу «Клиническая психология». Это магистратура. Меня зовут София Дарвиловна Мухамедрахимова, я преподаю на этой программе. Эта программа у нас, сразу скажу, договорная, поскольку это магистратура, которая имеет очень большой такой спрос. Поскольку эта программа будет 45 тысяч в год, но если вы закончите, я думаю, успешно закончите, то это, в принципе, одна месячная зарплата хорошего клинического психолога. Эта программа, наряду с другими, документы приниматься будет не на факультете психологии, где вы будете обучаться, этим будет заниматься приемная комиссия. И все документы, которые нужно, вы сдаете в приемную комиссию онлайн, начиная с 20 июня. И еще есть время до 12 августа. Для того, чтобы отобрать людей, которые могут обучаться на данной программе, мы подготовили документы к вступительным экзаменам. Есть тесты по психологии. Там содержатся вопросы по общей возрастной психологии, для того, чтобы определить начальный уровень подготовленности, поскольку вы можете не закончить факультет психологии, можете любой другой факультет закончить, любой вуз, но какими-то начальными знаниями должны обладать. Но для этого достаточно взять учебники и подготовиться. Еще, кроме этого, мы ждем от вас эссе по психологии на те темы, которые тоже будут заявлены. Нам хотелось бы узнать ваш уровень интеллекта, именно насколько вы владеете речью, письменной речью, насколько вы мотивированы. Нам это очень важно знать для того, чтобы принять решение о том, чтобы принять вас или не принять. Оценки будут 100-бальные, 50 баллов достаточно для того, чтобы принять вас на магистратуру. У нас принимаем 25 человек. Если будет желающие, мы создадим еще другую группу. Программа – это программа магистратуры, то есть мы не будем, мы повторим для тех, кто из других вузов придут, небольшие именно предметы, которые будут повторять общую возрастную психологию, и пойдем дальше, будет изучать уже специальные предметы. Клиническая психология лежит между медициной и психологией. Медики работают с заболеваниями. Психологи работают только с психически здоровыми людьми, которые не имеют патологии. А клинические психологи находятся как раз между этими двумя вузами, медицинским и психологическим факультетом, и могут работать не только с психически здоровыми людьми для решения каких-либо личностных проблем, но и с людьми, которые имеют патологии. Патология может быть телесного, но также может быть и психическими. И это очень актуально, поскольку наша нынешняя ситуация требует очень многого от человека, очень большой информационный бум, высокий уровень тревожности у всего населения, и практически у нас нет населения, которое можно было бы сказать, что мы абсолютно здоровы. И поэтому знание клиники, клинических особенностей помогает психологам проявить свою компетенцию и решить множество проблем, которые не могут решить простые психологи без специальных знаний. Естественно, предметы у нас будут специальные. Это физиология, психофизиология, психосоматика, нейропсихология. Многие проблемы в обучении, воспитании детей раньше не были возможно решить, поскольку не была развита так техника. Сейчас есть очень серьезные
какие-то аппараты у нас тоже есть в лаборатории, они для того, чтобы решить проблемы и диагностировать и решать проблемы, связанные с развитием головного мозга. Есть множество проблем в обучении, которые не связаны напрямую ни с педагогикой, то есть ни с учителем, ни с самим ребенком, его желанием. Ребенок хочет, учитель хочет, он квалифицирован, но работа головного мозга, запаздывание или какие-то патологии не позволяют ребенку быть успешным в учебе. Сейчас у нас в городе создаются именно нейропсихологические центры, и там работают нейропсихологи, которые знают клинику, знают головной мозг и могут работать с детьми с такими патологиями. И эти дети получают шанс на полноценное развитие, поскольку ранняя диагностика, ранняя работа могут помочь им прийти уже полноценными к школе. И начиная с маленьких детского сада работают. У нас будут различные формы, будут лекции, естественно, будут также семинары, дистанционные формы. Мы приглашаем не только ведущих преподавателей вузов, мы приглашаем и нас работодателей, называется такая, скажем, группа. Это люди, которые работают уже много-много лет, и они вместе с нашими ведущими доцентами, профессорами будут вас приглашать и давать знания уже практические. И не только эти знания, которые будут давать практические психологи с большим опытом работы, наши семинары, практика позволит вам получить полноценные знания, и не только знания, но уже умение решать проблемы. Проблемы, связанные с различными именно личностными проблемами, межличностными в обучении и в других сферах. Вы можете после окончания найти работу в различных учреждениях. Может быть, вы не знаете, но в каждой поликлинике, в каждой женской консультации есть психолог. И как раз они ждут вас. Для того, чтобы пойти работать, нужна именно специализация клинической психологии. Люди после перенесения каких-либо заболеваний, инфаркт, инсульт, требуют не только медицинского сопровождения, но и в первую очередь психологического. И все серьезные болезни отражаются на нашей психике, и им нужны не только лекарства, не только медикаментозная или какая-то терапия, но должен быть психолог, знающий особенности болезни, знающий психологию. И как раз в эти центры, медицинские учреждения и немедицинские учреждения требуется клинический психолог, который может работать не только с нормотипическими детьми, взрослыми, пожилыми, но и теми, которые имеют какие-то органические нарушения в здоровье, в психике. И это на сегодняшний день очень-очень актуально. Поступающие программу сдают, я уже говорила, тест, сдают эссе, и сроки уже указаны. У нас мы всегда на связи, можно спросить, обратиться к контактам. И если какая-то будет необходима помощь, мы по расписанию консультации окажем вам помощь. И самое хотела бы сказать, что здесь не нужно бояться, не нужно как-то говорить, что я другой вуз закончила, может быть, не психологический, может быть, другой, но ваше желание, я думаю, и ваш высокий интеллект, который вы уже продемонстрировали, окончив вуз, я думаю, вам позволит получить работу получить работу клинического психолога, закончить магистратуру. В процессе учебы вы пишете
магистерскую диссертацию. С первого дня к вам будут прикрепляться руководители, которых вы выберете сами. И с первого дня они вас будут курировать, вы будете учиться 2,5 года. Вот 2,5 года вы будете с руководителем выполнять магистерскую диссертацию. Это непростая выпускная работа, которую пишут бакалавры, это уже будет научное исследование на очень высоком уровне. Но вы не бойтесь, руководители вам помогут. Конечно, в магистры это в высшей степени специалисты, и будете писать статьи, выступать на конференциях. То есть здесь будет полное погружение именно в среду психологическую, в практическую, а не только изучение каких-то теоретических материалов. Я думаю, что у нас все получится. Приходите, ждем вас.